В Башкирии к этим выходным завершается очередной этап голосования конкурса «Трезвая деревня». Так вот, из деревень, которые претендуют на приз в 5 миллионов рублей, наш собственный корреспондент в республике Мурат Зарипов. Здесь каждый день расписан по минутам. Скандинавская ходьба с башкирским колоритом. Кто с лыжными палками, кто с деревянными, но ежедневно и строго по распорядку. День талого снега здесь отмечают ежегодно. Поход за водой на родник. Обязательно в национальных костюмах и с песнями. Это лишь один из обычаев, который в деревне соблюдают до сих пор. Вот такая у нас традиция в деревне. Так как у нас деревня очень старинная, древняя. И какой праздник без застолья? Традиционный бишбармак, блины, выпечка – настоящий кошмар любого диетолога. Но здоровый образ жизни предполагает здоровый аппетит. А вот среди напитков здесь едва ли встретишь что-нибудь крепче кумыса. Алкоголь под строгим запретом. Компоты, соки и буда. Летние периоды кумыс у нас, потом чай. Башкиры без чая не могут. Нижнеяикбаево деревня крошечная даже по местным меркам. Всего-то 25 дворов и около 70 человек населения. Борьбу с пьянством начали несколько лет назад. Даже организовали единственный в своем роде трезвый телеканал. Новости только о жизни деревни. Праздники, субботы, сходы здесь проходят почти каждую неделю. Принять участие можно только трезвым, поэтому в какой-то момент пить в деревне стало просто скучно. Знаем, какие ребята употребляют. Они уже прячутся. В ближайшем магазине, что в соседней деревне, от алкоголя тоже уже почти отказались. У нас только пивные напитки. И у нас по пятницам не продаем, им мало идут. Теперь Нижнеяикбаево – одна из самых активных трезвых деревень региона и рассчитывает на победу в одноименном конкурсе. Хотим построить какой-то социальный культурный центр или для газификации населенных пунктов опустить, или для улучшения дорог. Затерянная в Уральской тайге деревня Зелимова – действующий серебряный призер соревнования. На выигранные деньги обустроили мемориал жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, спортивную площадку, а еще купили проектор и кресло для местной школы. Вот это местная торговая площадь. Здесь находятся все 3 магазина, которые есть в деревне. Алкоголь ни в одной из них не продают, причем уже давно найти его можно только в соседней деревне, до которой 15 километров, либо в райцентре, до которого все 60, причем не по асфальтовой, а по грунтовой дороге. Ну, спрашивают иногда. Вот надпись есть. А что там написано? Не продается спиртного. Отменять сухой закон здесь пока не планируют. Хоть уже и вне конкурса, но борьба за трезвые умы односельчан продолжается. Мурат Зарипов, Сергей Шелепин, Земфир Абзалов. Вести в субботу. Республика Башкортостан.